Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Мы продолжаем осмотр первых зданий, возведенных ханом Сахибом Гираем при основании им Бахчисарая в 1532 году. И если в прошлой передаче это была ханская мечеть, то теперь мы перейдем к следующей постройке – ханской бане. Как уже говорилось в прежних передачах, правители мусульманских стран имели обычай при обустройстве своих столиц возводить за собственный счет различные сооружения для блага всех подданных. Это могли быть общественные фонтаны, лечебницы или иные здания. В столице первых крымских ханов, Салачеке, таким сооружением стала общественная баня, и мы, как помнят зрители, осматривали ее руины. Сахиб Гирай, принявшись за строительство Бахчисарая, последовал доброму обычаю своих предков и тоже сделал подарок горожанам. Как и в Салачеке, это тоже была баня. Но сохранилась она гораздо лучше и дошла до наших дней не в руинах, а в виде очень интересного здания, которое мы внимательно рассмотрим снаружи и изнутри. Вспомним слова Рамал-Ходжи, который рассказал нам, как был основан Бахчисарай. Он писал: рядом с мечетью была построена баня, которая вскоре стала повсюду известна. Напротив нее выросли большие дома. Уже через несколько месяцев здесь был большой город. Сегодня здание Сарыгузель включено в ограду ханского дворца, но изначально это была не дворцовая, а чисто городская постройка. И, как видим, она появилась здесь раньше, чем городские улицы, что впоследствии окружили ее. Это заведение действительно приобрело широкую известность, причем под весьма необычным именем. Бахчисарайцы называли баню Сарыгузель, что можно перевести как «белокурая красавица». В честь кого или чего баня получила такое название, молчат даже городские легенды. Баня состоит из двух частей, мужской и женской, с входами на противоположных сторонах. На закладной плите над входом в мужскую часть высечены имена основателя Бахчисарая и его знаменитых предков. На этом высоком месте построено справедливым государем Сахибом Гирай-ханом, сыном Мингли Гирай-хана, сына Хаджи Гирай-хана, год 939, то есть 1532. И если Зынжирлы медресе, в котором 4 века не прекращались занятия, стало самым долговечным памятником эпохи Мингли Гирая, то подобным же образом и баня Сарыгузель увековечила правление его сына, Сахиба Гирая. Ведь она тоже непрерывно действовала почти 400 лет, и жители Бахчисарая продолжали пользоваться ханским подарком вплоть до советского времени.
Большевики уже закрыли знаменитое медресе, а котлы в банных топках все кипели, и люди приходили сюда, пока здание не пришло в полную негодность из-за землетрясения 1927 года. После этого баня медленно разрушалась почти 80 лет, зарастая травой и деревьями, пока реставраторы не вернули ей черепичной кровли и свинцовых куполов. Восстановленные свинцовые кровли сэры Гузель с отверстиями, через которые выходил пар, настоящее украшение белокурой красавицы. В ханское время их покрытие могло рассматриваться как запас важного стратегического материала. Ведь известно, например, что в 17 веке османские военачальники в Кефе во время военных действий порой отдавали приказы снимать свинец с куполов городских бань для того, чтобы срочно переплавить его на пулю. Реставраторы восстановили, как сумели, и внутреннее убранство сэры Гузель. Первое, что мы увидим, войдя в здание, это просторный зал с высокими лавками у стен и с фонтаном посередине. Посещение бани было делом не быстрым. Полный сеанс с оздоровительным массажем и с мытьем занимал несколько часов, и посетители проводили в этом зале довольно продолжительное время с трубкой, с чашкой кофе и с неторопливой беседой. Поэтому любая баня в Крыму была не просто гигиеническим заведением, но своего рода клубом, где друзья и знакомые могли часами обсуждать новости и различные дела. Для коренных жителей Крыма здешние банные церемонии были делом привычным и обыденным. Зато побывавшие в Крыму иностранцы порой бывали сильно впечатлены местными обычаями и оставляли их подробные описания. Благодаря им мы и можем составить представление о том, как встречали гостей в этих стенах. Вошедшего посетителя перво-наперво переодевали, складывая его одежду в шкаф и повязывая ему передник, который затем менялся, но никогда не снимался. На ноги гостю надевали деревянные сандалии, как их называли налын, то есть копыта. Дело в том, что пол в любой крымской бане был горячим. Его плиты покоились на крепких столбах, между которых летел поток обжигающего воздуха из топки. Плиты нагревались снизу, и таким образом баня отапливалась. Затем банщики сопровождали гостя в помещение, где находился массажный стол. Банщик принимался за массаж, тщательно разминая каждый мускул в теле клиента. Работал он долго и очень усердно. Австрийский торговец Клейман, в ханские времена побывавший в одной из крымских бань, писал, что после такого массажа не мог встать и пришел в себя лишь после того, как банщики вынесли его на руках и облили водою. Они предложили гостю трубку, но тот не мог найти в себе сил даже для курения.
Затем наступало, собственно, мытье. Клиента вели в небольшое помещение с раковинами и позолоченными кранами, растирали суконной рукавицей и выдавали таз с мыльным раствором, чтобы дальше тот мылся сам. В качестве мыла здесь использовался ценный дар крымских недр, так называемая голубая глина или бентонит. А еще одно название этого минерала – кефе-киллит, то есть кил из города Кефе. Голубая глина встречается в разных странах, однако самая чистая и качественная добывалась именно в Крыму. В ханские времена она в огромном количестве вывозилась из порта Кефе на турецкие рынки, откуда и получила свое наименование – кефинский кил. Если размочить кил в воде, получится густая мыльная жидкость, прекрасно удаляющая загрязнение. Крымские пастухи промывали ею состриженную овечью шерсть, а женщины наносили кил на вымытые волосы, чтобы они стали блестящими и шелковистыми. Мыло из этого минерала в Крыму продолжали делать и в 20 веке, а в наши дни залежи самого высококачественного кила разрабатываются в Качинской долине, неподалеку от села Шурю, Кудрино. Однако вернемся в гулкие залы Сарыгузель. После того, как клиент помылся, его переодевали в сухую одежду – передник, банную рубашку и чалму, и сопровождали его обратно в зал, где тот в приятном изнеможении отдыхал на застеленных лавках и жадно пил холодную воду, что струилась из фонтана. Тогда-то и наступал тот самый час для бесед и дискуссий, который и делал эту баню столь важным местом встреч и общения горожан. Надо добавить, что подобных заведений в Крыму было множество. Каждый крымский город – Бахчисарай, Гызлев, Карасу-Базар и другие, не говоря уже о Большом Кефе, имел минимум с полдюжины общественных бань, не считая частных, больших и малых, старых и новых. Примечательно, что банщики ценили свой труд недорого. Например, с Клейманна за многочасовой сеанс интенсивного массажа попросили всего лишь 2 мелкие монетки. Помимо Сарыгузель, в Бахчисарае также славилась баня, выстроенная Мехмедом IV Гераем. Судя по описанию Эвлии и сохранившимся планам, она была еще роскошнее, чем творение Сахиба Герая, но от нее, увы, на сегодня не осталось даже следа. Помимо нее, в ханской резиденции были и другие бани. Их фундаменты обнаружены во время раскопок в Персидском саду ханского дворца. Таковы исторические факты и народные традиции, связанные с этим замечательным зданием – баней Сарыгузель, которая была построена Сахиб Герай-ханом в дар основанному им городу и которая служила жителям Бахчисарая на протяжении почти 4 столетий.